Сегодня мы затрагиваем одну из важных тем, насущных на сегодняшний день. Это кибербуллинг, угрозы в социальных сетях. Для всех нас это не секрет, потому что социальные сети сегодня заняли весомую нишу нашей обыденной жизни. По статистике, каждый шестой школьник сталкивается с травлей в сети интернет, из-за чего подростки нередко прибегают к суициду. В 2021 году таких случаев было зарегистрировано по стране 3600. О влиянии кибербуллинга на жизнь молодых людей можно говорить много. Постоянный стресс, депрессия, тревога, замкнутость, потеря желания учиться и, что нужно отметить, риск попасть под влияние людей или групп экстремистской направленности. Многие молодые люди, подвергаясь каким-то нападкам, в том числе и в сети интернет, очень сильно реагируют на это и скрывают. Самое главное – это вовремя распознать, что человек подвергается какому-то унижению через сеть интернет или неважно от каких-то знакомых. Потому что чем больше это происходит, тем человек больше замыкается. Основные угрозы в интернете разделяют на 4 категории. Это кибербуллинг, вредоносное ПО, мошенничество и нарушение конфиденциальности. И нередко одно с другим взаимосвязано. К примеру, если перейти по неизвестной ссылке, размещенной в соцсетях, можно угодить в лапы к мошенникам. Кто может сказать, какие вообще есть угрозы в интернете? Вербовка может быть. Вербовка. Интернет, по сути, что такое интернет? Это возможность найти полезную информацию, повысить уровень своих знаний, какие-то новые навыки обрести. Но, к сожалению, да, действительно, сегодня у нас есть опасность, это искусственный интеллект, который по фотографии ты можешь ему поставить задачу с описанием конкретного чего-либо плохого, и он выдаст либо картинку, либо вплоть до видеоролика, и вплоть до аудиозаписи своим голосом. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности периодически вносятся изменения. В частности, уточняются определения таковой деятельности. Расширяется перечень деяний, признаваемых экстремистскими, и усиливается ответственность за их совершение. Это тоже важно знать молодым людям. Комитет по делам молодежи Ингушетии предлагает объединить усилия представителей органов власти, общественности, блогеров, школьников и студентов по следующим направлениям. Учиться и узнавать правду, учиться защищать себя в онлайн-пространстве, контролировать платформы, оказывающие негативное воздействие на жизнь подростка. Сегодняшнее наше мероприятие и формат диалога, в котором мы общаемся, в котором вы можете выйти сюда и пообщаться, это идеально подходит, потому что опыт присутствующих тут людей может быть выше опыта тех, кто там держит микрофон, конкретно меня. Нам нужно вместе с вами думать, как бороться с этим. Честно, может быть, это наш такой всегда план. Давайте соберем команду, которая будет с этим работать, и мы стараемся сделать и молодежные центры. У нас есть идеи, и пока есть поддержка. Даже вчера на совещании по правонарушениям я это озвучивал, сделать специальное отделение, чтобы у комитета было 7 специалистов, целый коллектив, молодежный центр по информационной безопасности и профилактике. В ходе профилактического мероприятия обсудили причины и последствия интернет-травли, способы борьбы с буллингом в сети и роль блогеров в решении данной проблемы. На встрече под названием «Безопасность в интернете. Руководство для подростков» прорабатываются самые разные ситуации и то, что действительно полезно и актуально. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.